Кирилл Викторович, что вы слышали от своих коллег об Ибице? От своих коллег я слышал об Ибице, а об Ибице я услышал от Ани. Спасибо ей. И после этого я уже начал читать то, что было мне доступно в сети вот за последние пару дней. И понял, что это нечто, что это такой проект, который обязательно нужно увидеть. И мне очень сильно повезло, что я его увижу. Как думаете, завтра на Ибице найдется новичок, который сможет побороть вас? Вы знаете, я надеюсь, что найдется, но маловероятно, потому как у вас будет сидячий или стоячий стол. Никто не знает, стоячий, значит нет. Что ожидаете от завтрашнего фестиваля спортивного? Очень великолепный, теплого приема и, конечно, интересные программы, в которых будем с удовольствием принимать участие. Поделитесь своими впечатлениями. Что самое запоминающееся для вас было? Ну, сегодня была очень обширная программа, да, это посещение музея Ларисы Петровны Сметаниной, очень теплое, приятное общение. Здравствуйте, очень приятно, добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо большое. Пообщались, посмотрели по все регалии, то, что она заработала, это просто феноменально, конечно, увидеть вживую, послушать от нее, потому что всегда приятно общаться с человеком, который достиг результатов в спорте и выглядит в великолепной форме. Вы знаете, это великий спортсмен, большая умница как женщина. Очень было любопытно, на самом деле, окунуться в эту атмосферу, потому как не каждый день видишь человека, который из Олимпиады в Олимпиаду с таким постоянством завоевывал какие-то медали. У нас сейчас, знаете, у нас есть такие звезды-однодневки. Бах, вспыхнул и погас. Именно с этим человеком связана целая эпоха. Это целая эпоха лыж. И было очень приятно, я очень много лет не видел Сметанину, видеть ее в добром здравии. Она такая же собранная, очень такая самодисциплина в человеке чувствуется. При этом очень такое хорошее, доброе, ровное отношение к людям, очень приятно. Прекрасно то, что сегодня этот новый лыжный стадион, где мы были, РЛК. Это как раз то, что, видишь, там детские соревнования со всей страны приехали. И сегодня это все яркое, поскольку у всех хорошие комбезики, у всех яркие лыжи, они такие все какие-то модные. Саночники, бобслеисты, они почему выигрывали, ГДР сначала выигрывали, они же батарейки туда вставляли. Чтоб грелось, да, все? Батарейки, да, чтоб грелось. Зайдите, посмотрите, это вот настоящие, как оленеводы ездят, как живут. Так, это самое. А вы что, там чай пьете? Я чай пью. Здравствуйте. Мы уже снимали. Если мне, то жирно и долго не остывает. Нет, спасибо большое. Я уже был. Василий Павлович, давай пей. Спасибо, Отличный бульон, как может быть плохой? Тем более в таком душевном окружении. Гвозди съешь, не заметишь с аппетитом, а уж такой вкус-то тем более. Были мы в спортшколе второй. Нашлись общие знакомые там сразу. Вы не знаете, да? Мы где-то встречались. Где-то встречались. Я вижу нос боксер. Позапрошлом году, на международном турнире в Питере, в позапрошлом году. В мае то, что был, да? Да. Славка Яковлев тоже проводил. Славка учились вместе в одной группе. Понятно. А вы лесгой? Да. Все, сейчас пойдем по залам, да. Отлично сделанный зал. Обычно это все такое мрачное, какое-то провонявшее потом. Какое-то, значит, какие-то полуподвальные там залы для бокса, где какой-нибудь стоит забитый ринг старых, два обтертых мешка, из которых сыпется, а тут все это. Ну, это
Великолепно. Видно, что ребята тренируются с азартом, глаза просто горят, общение было, все вопросы, все направления, только их интересовало спорта, развитие спорта. И видно, что спорт живет в этом регионе, это тоже очень главное. Вы сегодня комментировали саамский футбол, наверное, впервые в жизни. 3-2, прекрасный пас, внешней стороной стопы в центр. Опасно могло быть. Если бы сумел погасить головой, куда пойдет, успеет сложиться вратарь или нет, неизвестно в таком случае. Здесь уже не важно. И вдвоем. Какое самоотверженное. Да, вратарь высокого роста, но не высокого класса, говорят. Ну и как вам вообще игра показалась? Отлично. Такой большой мяч. Отлично. Замечательно. Игра показала, девчонки молодцы. Чего мужики-то мяч гонять? А девчонки на таком стегок, они ножки не сломали, бедные. Если саамский футбол когда-то войдет в мировую элиту спорта, вот, классифицируется как вид спорта официальный, я думаю, наконец-то наши футболисты будут первыми в мире. Причем очень весело, очень такой потешный вид спорта. Понимаете, спорт это шоу, а это шоу в чистом виде. Поэтому, если его правильно подать, будет очень весело. Алексей Воевода. Здравствуйте. Рад познакомиться, да. Гайзерович, очень приятно. У нас, я так понимаю, вы первый раз? Да, первый раз. Как? Замечательно, особенно вот это. Погода великолепно. Футбол, жители просто обалденные, да. Теплый прием такой, очень редко увидишь и встретишь людей открытых, доверчивых, которые общаются, обсуждают все вопросы. Любые вопросы разного формата, это очень интересно. Что на севере, люди одинаковые. Ну, это да. Всегда говорю. Свисток молчит. Правила не нарушены из-за боковой волонтеры. Но сражаются. Аккуратно! Потрясающе! Выпускает! Разворачивайся скорее! Все правильно! Касание переводит мяч налево! Чуть-чуть не получилось! Могла пройти хорошая контратака! Мяч сохраняет молодежь головой! Все правильно делают волонтеры! Они почувствовали, что против солнца вратарь не видит! И верховые туда прилетают! Он играет почти вслепую! Хорошо, сегодня вы возглавили парад спортсменов Республики Коми. Ребята, во-первых, я надеваю такую же шапочку Ибица у Ивана и Константин. Вот, все. И во-вторых, приветствуйте! Приветствуйте! Я потом отдам Алексею. Вот он, начинается парад. И смотрите, кто идет с флагом России в руках. Знаменосец олимпийской сборной России в Сочи под эту самую мелодию. Он, правда, в другой форме немножко выносил российский флаг на параде открытия Олимпиады. Ты помнишь? Познакомились, может быть, с кем-нибудь лично? Какие вопросы задавали вам юные спортсмены? Да, очень много было вопросов разноплановых, особенно некоторые спортсмены спрашивали, как справляться и как достичь стабильности, уравновешивания нервной системы, как работает у спортсменов на ответственных стартах, потому что некоторые спортсмены не справляются. Ну, мое личное мнение, что это недоработка личных тренеров, которые должны четко понимать и видеть изнутри своего спортсмена, потому что они с малого возраста его ведут и видят его и слабые места, и сильные. Здесь нужно понять, как его направить и как нужно подвести к ответственному старту. Понравилось больше всего? Конечно же, турнир по армрестлингу, соответственно, финал. Так, подождите, это же самое интересное, что может быть. Так, Влад, скажите, мечтали ли вы, когда-нибудь вы думали о том, что вы будете здесь, на большой сцене, с самим Алексеем Воеводой бороться на руках? Честно говоря, даже и не думал. И случайно получилось, узнал, что здесь проводятся такие соревнования, и приезжает Алексей Воевода. Я с радостью собрался и поехал. С радостью всех порвал, да? Молодец какой-то. Ну, мне как профессиональному спортсмену лестно очень, да, что действительно такой вид спорта, он не олимпийский, да. Он по-настоящему такой ажиотажный, достаточно такой обширный, то есть очень много ребят боролось. Вот. И причем достаточно крепких ребят.
Это, вот. Второе по впечатлениям, конечно, лыжная гонка, когда я там использовал все стили возможные езды. Вот. И так, в принципе, не определился, какой все-таки для меня более комфортный. Под номером 3 будет бежать Алексей Воевода. О-моё! Насколько крутой, что он даже джинсы решил не снимать. Честно скажу, на лыжах я стоял 30 лет назад, поэтому было очень сложно. Трасса была для меня, она была очень скоростная в виде того, что это не снежное покрытие, она была укатана очень великолепно, потому что я спрашивал у спортсменов, что для них это очень удобно, очень комфортно, когда они как с горы идут, как на спусках, точно конкретно скажу, правильно, профессионально, так и на подъемах это им помогает. Но нам было очень сложно, потому что все видели, да, как мы боролись с теми проблемами, которые возникали в процессе гонки, можно сказать, эстафеты, поэтому... И когда ты прочувствуешь также, вроде профессионал спорта, да, но я когда уже вышел на эстафетную дорожку, и видно было, как я как дилетант, как я боролся со своими проблемами, как мне уже было тяжело и как сложно было дойти до финиша, хотя дистанция была очень короткая, честно скажу. Вы знали, что крупным спортсменам трудно в гору работать? Красавец! Это было потрясающе. Боже, кошмар! Третье по впечатлениям, соответственно, конечно же, это аукцион. Вот, аукцион. Почему аукцион? Потому как, собственно, на благородное дело этот аукцион был, для благородного, собственно, дела был создан. Вот, и действительно, в эти деньги, которые выручены с этого аукциона, пойдут на благое дело. Это всегда хорошо, это всегда, скажем, мотивирует на какие-то дальнейшие нормальные действия. 50 тысяч рублей, господа, и вы теряете уникальный шанс приобщиться к мировой истории без кавычек. Я боюсь сказать это слово, скажите без меня. 50 тысяч рублей! Анна Чуракова, очень приятно. Аня, скажите, пожалуйста, что подвигло вас на такой решительный жест? Ведь дома вас могут спросить, собственно, где бабки. Ну, это история. И очень хочется, чтобы эта история... Это очень дорогая история во всех смыслах, вы понимаете? Конечно, и хочется, чтобы она хранилась очень правильно в руках. Вы приедете сейчас, повесите на стенку, отдельно будет фото с Александром, конечно, и все, кто вам будет приходить в гости, вы будете предлагать померить на себя олимпийскую. За штуку. Я думаю, что вот этот лот достаточно, чтобы его видело большее количество людей, поэтому я думаю... Вы что, в нем будете по городу Сыктывкару ходить? Я думаю, что я передам его в музей. О, друзья мои, аплодисменты! Где сегодня мероприятие проходило, Ибица, Иб, деревня, да? Можно сказать, что эта тема живая, она интересна людям. Вот. И, в принципе, как бы люди, когда возвращаются именно к своим корням, они становятся сильнее. И это сделано очень современно, отличный дизайн, само придумка названия Ибица, с которым сильный творческий ход, там и правильно все зацепляется. И вот здесь вот в этих буквах же заложен, здесь же заложен сюжет, да, легенды о Виркопе и так далее. Ну, если оценить на 10-бальную систему, то это, конечно, 100% 10 баллов, потому что начиная от встречи, от приема, общения с людьми в вашем регионе, это теплый прием, открытый прием, люди жизнерадостные, любят спорт, это тоже очень много значит для меня и в моей жизни, и я думаю, что для людей, которые находятся в Республике Коми. Знаете, есть слово «завитие», вот видите, вот он как бы завитый, а вот это вот уже развитый. То есть это как бы хорошо, да, то есть мы какую-то структуру создали, это как бы плохо. Поэтому желаю фестивалю Ибица именно эволюционировать, из года в год создавать что-то более уникальное, новое, приглашать более интересных гостей, да, чтобы это было интересно, познавательно. И самое главное, чтобы люди отсюда уходили вот с такой огромной улыбкой и вот с таким огромным сердцем. После таких визитов всегда хочется еще раз возвращаться и возвращаться в те места, в которые отдыхаешь полностью с душой и получаешь такой адреналин, который получают только люди в спорте, а ты получаешь от таких праздников, как у вас. Важно участие было.
Вот, поэтому, соответственно, вот я не знаю, вот поучаствую ли я еще в такой авантюре, но было весело, честно скажу.